Всем привет, кто смотрит это видео. Я пишу его по просьбе одного моего знакомого, с которым я познакомился, буквально вот на днях недавно. Человек увидел мою танковую игру и решил начать заниматься горловым пением. А я там играл в World of Tanks, и там между делом что-то я рассказывал про то, что как можно научиться петь. И сейчас хочу рассказать чуть-чуть, как я сам научился этому делу, горловому пению. Я хочу сказать, что я не мастак, не профи, и тем не менее как-то этому обучался. Я, например, различаю три вида горлового пения. В основном три вида — это базовые основные стили. Допустим, как сейчас принято в тувинской терминологии, хоумей, условно можно назвать средним стилем. Я так не профессионально это делаю, но тем не менее. Есть второй стиль, обычно в тувинской терминологии называется каргра. Я, конечно, прокашливаюсь. Дело в том, что я не пою горловым пением, не часто пою, очень редко. И если человек будет заниматься, обучаться горловому пению, у него обязательно будет появляться кашель. Это естественный процесс прокашливания. Я тоже сейчас прокашливаюсь. И третий сыгыт, свист. К сожалению, я плохо им владею, но смысл следующего сыгыта — это базовая основа хоумей, и к нему прикладывается язык определенным образом, то есть надо будет языком управлять внутри языка, внутри рта, точнее говоря. Этот свист появляется за счет положения рта, положения языка к приложению к небу или не прикладывают к небу. В общем, это управление языком. Этот третий стиль. Но по сути, как мне кажется, вообще можно назвать два базовых стиля. Есть это хоумей и каргра, а свист он прикладывается уже к каргра, по сути дела. Если коротко. Давайте я попробую пояснить, как можно начать учиться петь хоумей. Откуда этот звук взять и как ему учиться. Если проще объяснять, то нужно будет учиться сжимать связки. Допустим, так. Обычно мы так поем. Надо этот звук. Над каким-то таким образом искать это положение мышц. И хоумей — это обычно то есть сжимается связка где-то в этой области. А уже тембральная окраска, она производится за счет положения языка в небе, языка во рту. Или положением губ, допустим, да. И таким образом можно формировать за счет движения губ разные тембральные окраски, то есть находить разную звуковую окраску тембральную. Это, конечно, движение губ и всего лишь. Это только движение языка. А сама связка, она остается в одном положении, то есть мышца. Это все одно и то же. Еще раз давайте попробуем.
Ну и вот надо пробовать языки, звуки, говорю, чтобы если вы сомневаетесь, правильно или неправильно, просто возьмите вот, допустим, вот этот звук и попытайтесь, чтобы ваш звук был похож на этот. Или тут надо иметь в виду следующее еще. Тембральная окраска звука создается за счет закрытости или открытости носоглотки. Ну, допустим, если у меня сейчас носоглотка закрыта, у меня воздух через нос не идет. А если идет, сейчас уже, да, видите, да, разница уже, есть разница тембральной окраски. И тоже можно за счет этого выстраивать какой-то тембральный, не скажу звукоряд, а тембральный ряд окраски. Ну вот это, ну вот, допустим, да. Ну и давайте попробуем сейчас, как, если заниматься, конечно, нужно заниматься над техникой извлечения, это первое. Если вы освоите сам звук, то надо будет уже работать над качеством звука. Ну, например, брать какие-то вибрации, одни и те же, и повторять, чтобы они были похожи. Ну, допустим, следующая вибрация. За счет губ. Это, скажем, одна техника. То же самое губы, только верхние, а нижние губы, они как, ну, в общем, потянуть надо. А если сделаете наоборот, ну вот проще говоря, знаете, вот каждый человек может вот эти краски сам находить, и за счет разного положения губ и языка формировать определенный стиль хомея, если можно так сказать. Этих стилей, по-моему, там много, ну и в общем, и еще за счет того проходит, за счет носоглотки. Вот еще три инструмента. Носоглотка – это первый инструмент, язык второй и губы третий. Вот три инструмента для формирования тембральной окраски. И вот получается, допустим, если за счет губ, только губ мы уже показали, и за счет языка. Или носоглотка. Язык и носоглотка. Это заднеязычный, вот это, задний язычок. С помощью него вот это формируется там. Ну вот примерно техника того, как можно работать над хомеем. Но я еще раз говорю, что я не музыкант, я не горловик и не профессионал, поэтому если вы, конечно, если захотите профессионально развиваться, то вам, конечно, надо будет обратиться к профессионалам-горловикам. А я так, любитель. Ну и вот каргра теперь. Каргра, он формируется за счет других мышц. Они, вот если показывать, да, где-то здесь формируется язык. Вот. Кашель — это естественно. Как найти каргра?
Ну, если мышцы ваши не знают, как это делать, ну, знаете, как это придется только методом тыка, что называется, искать и искать подобный звук. Ну, и приблизительно как это можно искать. Допустим, ну, выдыхайте. Вот, допустим, да, вот эти нижние связки. Но это идет хами. А мышцы каргара. Ну, вот как-то так искать надо, вот. Ну, рычать, в общем, как-то надо, да. Сложно объяснять, если мышцы не знают, то есть тут только по подобию объяснять и все, нужно объяснять по подобию, вот, чтобы звук был похожий на этот. Ну и тут тоже стилевое разнообразие довольно широкое, и они тоже формируются за счет 3 инструментов, за счет носоглотки, также языка и губ. То же самое, ну, например, за счет губ. Это за счет губ, за счет языка. Это получается некий такой каргара с призвуками свиста. Это язык. Ну вот, как-то так. Ну, давайте сейчас немножко приведем в порядок. Да, давайте еще раз хамея. Хамея это формирует, тембральная краска формируется за счет 3 инструментов. Это носоглотка, за счет языка и губы. Ну и 3 инструмента тоже сразу можно использовать. Вот, примерно так. Ну, каргара мы уже говорили. Каргара может быть вот при закрытом, ну, когда нос закрыт. Когда нос открыт. Закрыт. Открыт. Это открытая носоглотка. Закрыто. Видите, вот разница, да, уже по-другому звучит. Ну и ну и, конечно, профессионализм горловика, он в чем заключается? Он заключается, конечно, в отработанном движении звуков языка, губ и движение воздуха через носоглотку. Конечно, здесь нужно над этим работать упорно, и вся задача горловика в правильном выстраивании тембральных окрасок и стилей, ну, так называемых стилей, ну, или подстилей, точнее говоря, подстилей горлового пения. Ну, вот примерно я попытался объяснить, вот, ну, давайте вот, у меня холст есть.
Прокашливание. Ну вот, спасибо тем, кто посмотрел. Можете друзьям, вот, в общем, дома петь таким, попытаться петь таким горловым пением. Если есть вопросы, я постараюсь ответить, конечно, но лучше всего обращаться к профессионалам. Я так себе любитель. Спасибо за внимание.